Хулыбзиақәа телехәаԥшцәа, аефираҿы иҟоуп адырраҭара академиа. Аҵыхәтәантәи ҳдырраҭарақәа рҿы ҳазлацәажәоз шықәсык аахыс ицәырҵыз ачымазара бааԥс ауп. Ҳтәыла амедицинеи аҵарауааи уи ахырхарҭала аусурақәа мҩаԥыргоит. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иаҵанакуа аинститутқәа иахьынӡалшо рус иацырҵоит. Адунеи аҿы иахьатәи аамҭазы есҽны излацәажәом, иҵарны иқәгылоу азҵаарақәа маҷым. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп афымцамч иадҳәалоу апроблемақәа. Ҳтәылаҿгьы ари апроблема даҽа аамҭанык еиԥшымкәа зыӡбара аҭаху хырхарҭоуп. Адунеи зегьы аҿы аспециалистцәеи аҵарауааи афымцамч аганахьала аартра ҿыцқәа ирышьҭоуп. Иҟоуп атәылақәа афымца ацынхәрас рхы иахьадырхәо мралатәи аэнергетика. Иара алҵшәа бзиақәагь амоуп ҳәа шьақәдырӷәӷәоит. У нас есть Ингургэс, который обеспечивает нас электроэнергией. Если касаться Ингурского каскада с экологической точки зрения и гидрологической точки зрения, это, конечно, он остается до сегодняшнего дня одной из самых сложных в мире искусственно созданных человеком гидрологических систем. Понятно, что это очень дорогое, очень затратное, но, к счастью, оно у нас функционирует и оно обеспечивает нас электроэнергией. Но есть сектора, которые нуждаются уже сегодня в разработке альтернативных источников электроэнергии. Наш институт с момента своего создания в 2012 году уже сразу использовал в некоторых своих инструментах солнечные панели. Это касается в первую очередь систем, которые связаны с метеорологическими станциями. Метеорологические станции находятся порой в таких местах, которые трудно обеспечить электроэнергией по линиям электропередач. Поэтому мы с самого начала всю систему метеостанций построили на автономных источниках, связанных с солнечными батареями. И они до сих пор у нас функционируют, и мы наращиваем эту систему, используя именно солнечные батареи. Ҳтәыла зегьы фымцала еиқәнаршәоит егрытәи афымцатә станциа. Иахьазы уи аусура аанкылоуп, уаҟа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥысуеит. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иаҵанакуа аекологиа аинститут анаадыртә инаркны ԥышәарак аҳасабала аҿыцрақәа рхы иадырхәо иалагеит. Для того, чтобы получить такой вот пилотный вариант, мы начали разработку у себя в институте небольшой станции гибридной, которая совмещает панели солнечных батарей с ветрогенерацией. Это небольшая, буквально чуть больше 1 киловатта электростанция, которая будет обеспечивать инструменты экологического мониторинга на море. Но самое ценное в том, что было создано, это то, что институт с нуля буквально до последнего, значит, так сказать, аспекта выполняет собственными силами. То есть, что сюда входит? Это изыскания, которые связаны с расчетами ветра, расчетами солнечной радиации на квадратный метр, которая фактически дает возможность расчета мощностей, значит, этой электростанции. Дальше инженерная конструкция, которая также разрабатывается нашими специалистами. Естественно, что мы берем комплектующие уже существующих стандартных, производимых коммерческими предприятиями в мире, значит, те же солнечные батареи китайского производства, ветрогенератор, значит, британского производства. Таким образом, по сути дела, мы скомпилировали на основе инженерного проекта данную конструкцию. Дальше конвертер, который преобразует и генерирует уже стабильное электричество. И дальнейшая эксплуатация также и обслуживание проводится нашими специалистами. То есть весь цикл
сосредоточен внутри института, начиная от изыскания и заканчивая обслуживанием и возможным ремонтом при необходимости. Аекология института директор Роман Барьяжа Корыла Амра Амчхара Афумца Ацинхураса Хархораза Алшара Илкуп. Институт Алшара Корыла яхязы язырхюб проект. Уи агуатара куирхыжюб. Ацухтунби ахыркшарат усура кваркунза зинза инхаз амаджу. Сейчас мы находимся на финишной, так сказать, стадии. То есть можно увидеть, как выглядят эти батареи солнечных панелей смонтированных, ветрогенератор уже находится на мачте. То есть, в принципе, осталось довести это до финиша. Буквально речь идет очень о небольших усилиях. Тем более, что, конечно, институт не имеет никаких внешних источников финансирования по этому вопросу. Это исключительно только внутренние резервы в качестве реализации такого пилотного варианта. Но он необходим для того, чтобы можно было продемонстрировать всем заинтересованным, что это реально и возможно сделать. Понятно, что эта электроэнергия получается достаточно дорогой. Она несравнима с электроэнергией, которую мы можем получить из энергосистемы республики. Но эта электроэнергия очень высокого качества. То есть она стабильная по частоте, она стабильная по напряжению. И поэтому, в принципе, когда мы подключаем инструменты экологического мониторинга, которые являются достаточно прецизионными, то мы можем иметь гарантированно высокое качество питания, которое обеспечит нормальную работу этого оборудования. Ҳтәылаҿы аспециалистцәа разымхара хадаразлоз ҵаароуп, аха аекологиа аинститутаҿы иахьазы иҟоу амчқәа азхоит. Зыӡбахә ҳамоу амратә энергетика аиҿкаара аус адызуло аспециалистцәеи аҵарауааи еимадоуп. Со специалистами всегда в наше время в Абхазии не так легко, но, к счастью, институт располагает необходимым набором специалистов, которые могут это сделать. Начиная от ученых, которые ведут исследования, связанные с метеорологией, инженерами, которые могут построить схему, принципиальную схему подобного рода с гибридных электростанций, и заканчивая инженерами, которые могут обслуживать подобного рода станции, у нас, к счастью, есть. Понятно, что если это будет носить какой-то широкий характер, то потребуется расширять круг специалистов, которые будут участвовать в этом вопросе. Аԥсны аҭҵаарадырақәа ракадемиа апрезидиум аԥшьгарала Аҟәатәи афизика-техникатә институтаҿгьы иаԥҵоуп аҟәша. Уи алабораториаҿы аус адырулоит амчхара аиҭарҿыцра. Ишьақәыргылоуп анаҩс аҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы ииашоу алкаақәа рыҟаҵара. Иахьазы алабораториаҿы аус здырулоу апроект дазааҭгылоит анаукатә усзуҩы еиҳабы Эдуард Кимкетов. Наша лаборатория уже создана и работает год на базе Сухумского физико-технического института. Там у нас есть отдел возобновляемых источников энергии. На начальном этапе мы планировали расширять область применения малой энергетики, то есть малых ГЭС. Мы эту тему не прекращаем и продолжаем ее. Допустим, сейчас мы уже планируем скоро ввод микро-ГЭС, экспериментальной установки. В виде водохранилища мы используем очень простое решение приняли. Это бассейн, который находится на территории СФТИ, и труба, которая будет у нас деривацию выполнять. Будет мощность небольшая, в пределах 1-2 киловаттов. Конечно, это маленькая мощность, но нам важна сейчас не мощность, а получение принципиальной установки, то есть которую можно потом масштабировать и использовать на любых реках в Абхазии, на любых напорах. То есть эту тему мы расширяем и продолжаем. Однако, ввиду последних событий, то есть энергетического кризиса в Абхазии, возникла проблема получения более существенных мощностей, чтобы использовать их в реальном секторе энергетики. Что это значит? Допустим,
уже выявилось, что примерно около 100 мегаватт электрической энергии в отопительный период Абхазии катастрофически не хватает. 100 мегаватт. Значит, надо добывать где-то эти 100 мегаватт. Получить через Ингури-ГЭС максимальную мощность уже практически... То есть там уже работа идет на пределе возможностей. Ну, может быть, еще вот ремонт деривационного канала добавит. То есть в работу войдет еще один агрегат, то есть добавит еще где-то 200 мегаватт. То есть Абхазия получит еще от этого 40%, это около 80 мегаватт. Ну, плюс, допустим, даже будут восстановлены перепадные ГЭС, это 2-я, 3-я, 4-я, которые по 40 мегаватт. То есть суммарная мощность у них 120 мегаватт, Абхазия с этого тоже получит около 50 мегаватт. Значит, в сумме может быть где-то в пределах 120-130 мегаватт Абхазия может получить. Но опять же, это условия «если», то есть когда это будет восстановлено, когда появятся средства. Но даже после этого все равно потребность в электрической энергии не уменьшится в Абхазии. Потому что, как говорится, спрос решает предложение. Если есть предложение, будет спрос. И, значит, надо всегда, постоянно искать новые источники энергии. Новые источники энергии, допустим, если использовать атомную энергетику, ну, допустим, рассмотрим возможность такую, допустим. Но это для Абхазии неприемлемо абсолютно, потому что это рекреационная зона, а сам по себе, даже если будет возможность построить атомную электростанцию, цена ее просто невероятная. То есть там идет о миллиардах долларов. То есть это даже и в обозримом будущем невозможно. Допустим, использовать какие-то другие виды энергии, допустим, тот же газ, да, чтобы сделать тепловую электростанцию, то есть, ну, вот, которая была, допустим, аналог Тхварчальской ГРЭС, которая была, но потом была реконструирована по каким-то причинам. Да, это тоже возможно, но, опять же, оплачивать газ надо же все равно будет в результате. То есть для Абхазии приемлемым только вариант получения электрической энергии практически близкой к нулю по себестоимости. Что это может дать? Ну, вода, да, вода, само собой, она очень, себестоимость низкая. Но еще что может быть? Значит, то, что возобновляемое, то есть это что? Солнце и термальные источники. Но в нашем случае термальные источники в Абхазии тоже можно использовать. Амратә енергия аҳәаанырцәтәи атәылақәа акырџьара рхы иадырхәоит, алҵшәа бзиақәагьы аанарԥшит, уи аԥышәа ахархәара аҭахоит ҳәа згәарҭоит ҳҵарауаагьы. Насгьы ҳтәылаҿы уи азы аҭагылазаашьақәа ыҟоуп. Амратә енергия ухы иахьаурхәаша ахырхарҭақәа рацәоуп. Но есть немножко более другой, более выгодный вариант для Абхазии, который уже в мире применяется. Это тепловые насосы. То есть, если использовать солнечную энергетику, то есть строить большие солнечные электростанции, что тоже очень возможно, кстати, для Абхазии. Почему? Потому что очень много примеров, которые, допустим, у ближайших соседей, то есть это, допустим, Россия, Украина, то есть Крым, допустим, уже построены огромные, достаточно большие электростанции солнечные, то есть мощностью от 100 мегаватт и выше. Но и это не предел. Допустим, весь мир двигается в направлении Солнца. Почему? Потому что это практически бесплатная электрическая энергия. После окупаемости электрическая энергия имеет стоимость, ну, единственное, что там уходит, это амортизационные расходы и расходные материалы. То есть очень практически себестоимость ниже даже, чем гидроэнергетики. Вот, допустим, в Китае уже строят электростанции, которые суммарной мощностью будет, солнечные электростанции, это 1,7 гигаватт. И это не предел. В штате Калифорния уже строится, достраивается последняя очередь солнечной электростанции мощностью 2,8 гигаватт. И опять же это не предел. В Арабских Эмиратах планируется построить, ну уже началась в первую очередь, солнечной электростанции мощностью 5 гигаватт. Вы видите, о каких мощностях идет речь? То есть 5 гигаватт – это в 5 раз больше, чем мощность Ингури-ГЭС. То есть вы видите, какие огромные потенциалы в солнечной энергетике. Но начинать надо, и возможность есть. В чем вот солнечная энергетика имеет плюсы? В том, что начинать можно с малого. Допустим, даже с тех же 20-30 киловатт. Для чего? Для того, пускай будет как пилотный проект в начале. Для чего? Для того, чтобы привлечь инвесторов и привлечь внимание, значит, людей, от которых зависит принятие решений. Почему? Потому что это очень... Да, сложность в чем? В том, что это достаточно финансово емкая проблема, то есть большие вложения в начале. Но после окупаемости
получается бесплатная электрическая энергия и достаточно долгосрочная. То есть, допустим, эксплуатация солнечных батарей, которые используются в солнечных электростанциях, от 20 до 30 лет. И даже после этого они продолжают работать. Единственное, что выдаваемая ими мощность теряет процентов 10. Вот и все. То есть это очень интересное направление. В каких сферах можно активно использовать энергию Солнца? Во всех. Это та же самая электрическая энергия. Единственная там система, возможно, следующая. Есть несколько вариантов строительства солнечных электростанций. Они могут быть автономными. То есть для этого потребуется что? Большое количество аккумуляторных батарей. То есть в ночное время солнечные электростанции, можно сказать, не работают. Есть уже, конечно, прототипы, которые даже на лунном свете дают какую-то зарядку, но она очень маленькая. То есть только для подзарядки аккумуляторных батарей. А вот для того, чтобы солнечная электростанция работала круглосуточно, такой потребности может быть только у автономных потребителей. Для, допустим, больших солнечных электростанций достаточно использовать ее в дневное время суток, а в ночное время суток подключаться к обычной электрической сети. Поэтому фактически расчет электрической энергии, допустим, если считается установленная мощность солнечной электростанции 50 мегаватт, то можно ее делить пополам. То есть 25 мегаватт круглосуточной энергии. Либо же надо уточнять, что 50 мегаватт дневного времени. Вот в чем трудность. Да, то есть половина, то есть полдня, то есть световой день работает солнечная электростанция, остальное время она должна быть соединена с обычной центральной сетью. Ҳтәылаҿы иҿыцу амратә енергиа ахархәара иуртә еиҿызкаауа хықәкыла усбарҭак ыҟам. Иахьа уажәраанӡагьы Егрытәи афымцатә станциа алшарақәа ирыбзоураны ҳтәыла фымцамчла еиқәыршәоуп. Аха уажәшьҭа ицәырҵит азҵаара уи зыԥсахша даҽа хырхарҭак аиҿкаара. Без дополнительных источников энергии мы не сможем обойтись. Настало время, если мы хотим цивилизованно развиваться, нам нужно вот такие жизненно важные отрасли внедрять современные достижения науки и техники. Внедрять. Не то, что придумывать, изобретать. Не надо нам ничего изобретать. Надо выбрать приемлемые для нас, для решения любого данного вопроса, в данном случае энергетика, да? Подобрать из экономических соображений, значит, возможности реализации в наших условиях. Нам надо обеспечить энергобезопасность Абхазии. Нам надо иметь свой личный, наш только абхазский источник энергии, который в случае форс-мажорных обстоятельств худо-бедно нас обеспечит. И вот мы, значит, в связи с этим создали Абхазский университет и Академия наук в лице физико-технического института создали лабораторию. Выделили тематику по изысканию новых методов, источников энергии. И в научном плане, в тематику Академии наук, эту тему поставили. И поставили перед лабораторией задачи для решения этих энергетических вопросов. К солнечным источникам можно подходить с двоякой стороны. Или, скажем, индивидуально там по организациям, или можно маленькие источники 20-30 киловатт создавать. Или можно создавать большие мощности солнечной электростанции, которые будут подавать в общую сеть энергию, а уже оттуда распределяться. В любом случае, это дополнительная нагрузка, но мы делаем ставку не на просто строительство для чего-то, для получения энергии солнечных батарей, а вместе с солнечными батареями мы предлагаем использовать тепловые насосы. Понимаете? Потому что 70% тепла, энергии, которую вырабатывает наша энергосистема, она идет на обогревание в зимнее время.
на обогревание зданий и помещений. Так вот, этот обогрев можно осуществлять за счет тепловых насосов. Вот эти тепловые насосы, они могут работать за счет солнечных электростанций. Солнечные электростанции и тепловой, он обеспечивает энергией тепловой насос, а тепловой насос дает тепло для обогрева любого здания. Все, и таким образом обогрев получается бесплатный. Бесплатный обогрев. И 70, по крайней мере, 50% энергии, которая в зимнее время потребляется, оно снимается, эта нагрузка, с сети. Апсны ацардыр Коракадемия ажалагалала, а экология институты, ақотбе а физика-техника институты рчы ачыц хырхарта аусадуларазы езырхё по проект. Уақа язгуату по проекта хуаквиртагдзыным ялыршаху. Зынза яйткыланы амрат энергия юразы излаго аусураква юшукса атаххуйт. Ацарау аражу курыла ари ахырхарта алцшвебзе азарпшуа акуна яхопшуит. Ярласынгер усақацыры езыхьёп уприян ахюнткарра ацхырара хымпадабею. Энергетическая проблема не может решена быть, во-первых, без инвестора, и, во-вторых, никто без государственной поддержки решать эту проблему не будет. И что вы предлагаете тогда? Вот мы предлагаем, вот лаборатория уже функционирует, кадры есть там и так далее, но она не финансируется из бюджета. Хотим, чтобы государство, во-первых, в лице правительства или там Министерство экономики, неважно, выступило заказчиком вот этой темы для Академии наук. Поставила перед Академией наук задачу вот решить эту энергетическую проблему. Но ее с кондачка не решишь. Здесь надо выбрать, значит, определенную стратегию и потихоньку ее внедрять в рамках наших возможностей, возможностей нашего государства. Мы предлагаем сейчас вот пилотный проект, реализовать пилотный проект, который будет в себя включать что? Во-первых, экономическое, научно-техническое и правовое решение вопросов взаимодействия. Тот, кто энергию дает и кто его потребляет, у них должны быть законные взаимоотношения, которые определяются правовыми. То есть здесь надо поработать и юристам, экономистам. Это порядка 5 миллионов рублей в год на функционирование вот этих отделов. СФТИ организация большая, там до 240 человек, но мы финансируем только те лаборатории, которые занимаются этим. Это порядка 5 миллионов бюджетных денег, которые уже заявлены на 21-ю, заявлены, они в заявке Академии наук находятся. Просто это раз. А то, что касается, значит, самих установок, все зависит от того, какой масштаб. В том масштабе, который мы планируем, это тоже будет порядка, порядка 10 миллионов рублей. Вот, скажем, 2 площадки, если взять, вот одну площадку здесь, в Институте экологии, а вторую площадку в СФТИ на территории, скажем, той же Агудзеры. Можно и электростанцию солнечную сделать, и в паре с ней тепловой насос, который будет ставиться в здание и будет обогревать за счет, а энергию они не из сети будут брать, а от солнечных батарей. И получается бесплатное фактически отопление, но там издержки на
приобретение оборудования, там то да сё. Но в любом случае, если вот эта система, она окупается в течение 2-3 лет. Мы хотим вот этот пилотный проект на 2 площадках реализовать. То, что касается вот монтажа, приобретения, монтаж вот этого оборудования, он тоже в пределах вот порядка 10 миллионов. Вот мы предлагаем наиболее экономичный проект, но мы за него сразу не беремся, пока не проведем исследования. Пилотный проект на пару лет, дать нам возможность небольшие средства, о которых я говорю, предоставить, чтобы мы могли это сделать, реализовать пилотный проект, установить это все оборудование, запустить его, показать, что это работает, и провести исследование, насколько это целесообразно и в каком варианте его надо использовать, да, в смысле тиражировать, в каком варианте. Или мегаваттные станции, или 20-30-киловаттные станции и так далее. У нас те, кто возглавляет лабораторию, они еще и возглавляют кафедру в университете энергетики. И там могут подготовить любых специалистов, которые будут в течение этого обслуживать, заниматься и уже конкретно по солнечной энергетике и по этим направлениям. أكريب صحتي لخوبشتشام وخطبي حضرترا خارك شويت أنا يسبيغنزم أبزير أزحم شاسحوي